Начнем с самых истоков. Откуда вы родом? Я родом из Иркутской области, Мамско-Чуйский район. Поселок Конкудера, наверное, скорее всего, я там родилась. Мои родители были настоящие эвенки в моем понимании. Они вели древний кочевой образ жизни эвенков. Отец мой был охотником, имел оленей. Мама – отцова помощница, рукодельница, шила унты, шапки, кумаланы. Очень красивые у нее были изделия. И на каникулах они нас брали в лес, в тайгу, и поэтому мы хорошо знаем бытие или быт эвенков. Знаем обычаи, обряды. Я благодарна своим родителям за то, что они нас научили. С нами говорили на родном эвенкийском языке, в быту. И поэтому я знаю свой родной язык. Я считаю, что это богатство. Я начала писать стихи, сказки, проза даже у меня есть. Но, в общем-то, я стала писать не только для того, чтобы, допустим, быть, как бы известной. Я пишу для эвенков. Для эвенков, чтобы они знали свой родной язык. Был такой случай. Я поехала на фестиваль «Берег дружбы» у нас. Фестиваль авторской песни. Говорили для фестиваля приветственные слова. И наступила очередь эвенков. И там один эвенк сказал одно только слово – «бекал», «будь». Да, и я подумала, как же так? Это что, совсем, что ли, нет слов? Человек совсем понятно, что человек не знает своего языка. И поэтому я была очень расстроена. И в общем, я была с братом Сергеем в это время. И я начала тут прямо на ходу сочинять песню. Там моя «Мини кутув Хамавдан Алдан Бирала». Ну, в общем, моя удача привела меня на берег реки Алдан. И в общем, с этими словами я побежала записываться участником. И, в общем-то, впервые я как участник уже была на этом фестивале. На следующий год я уже приехала с первым своим стихотворением «Кукушка». Почему именно кукушка? Кукушка у нас для эвенков очень непростая птица. Эвенки считают, что несмотря на то, что она бросает своих детей, у нее есть своя работа. И они оправдывают ее. Они говорят, что эвенки некогда за детьми смотреть, их ковать надо. Вот. И эта совершенно как бы невзрачная птица имеет очень большое значение для эвенков. В общем, когда вот ранней весной, перед тем, как кукушка закукует, эвенки все начинают шевелиться. Скорее, мужчины заканчивают свои дела вот после зимней охоты, там чистят ружья, там нарты приводят в порядок, а женщины торопятся мять шкуры. Потому что считается, что после крика кукушки эти шкуры будут мяться гораздо труднее. Вот. И даже олененок, который родится после крика кукушки, он родится слабый и долго не встает на ноги. И даже про человека, который неумеха, у него все из рук валится, и ничего у него не ладится в жизни, про него говорят «куктывтя». Это значит, его перепела кукушка. Вот. Ну, так очень. Вот, какое стихотворение? Кукты. Не синцарасина кукты. Не атяндолдера синива туранвы. Упкатилыл, аллативкил, галадивкил синава. Асунма аннанилва, терганилва, кутуя куктытя силалду. Эдавикаси вангаденды. Уталбеки ариденды. А яври коктыва ке сакартёс. Муландим синава, сот муландим. Тавами бисинют сектакандо, вангадины, аридяна. Никами навадолды дingан. Си меня явно не кун. Мини гиркив. Кукты. Кукушка. Кто не знает тебя, кукушка? Кто не слышал твоего голоса? Все люди ждут, скучают по тебе. Сколько дней и лет счастья накуковало ты людям.
О чем ты кричишь? Может, деток своих ищешь, зовешь? Может, потеряла любимого? Жалею тебя, сожалею. Сесть бы рядом с тобой, звать, кричать. Но кто меня услышит? Ты, сестра моя, подруга моя. Кукушка, кукушка, кукушка. Отличное стихотворение. Значит, с этого и началось поэтическое творчество, да? А вообще, какие темы вам близки? О чем бы я ни писала, все это связано с иванкийской жизнью, с иванкийским бытом. Вот, например, мое стихотворение о реке. Мы, иванки, поклоняемся духам огня, духам воды. К реке подойдя, мы с ней здороваемся, делаем омовение. Получается, что мы кланяемся речке, кормилице. И еще, может быть, мало кто знает, но мы, иванки, можем передать привет по реке, кому бы то ни было, как бы далеко человек ни жил. Потому что земля-то у нас одна, и все реки соединяются. Дьон Мукит. Бера, Беракан. Менду. Меня яври баяду Дьон Мукалкан, Дьон Муканкал, Мандукан и Мендукункал. Тар идувал, сот горало, сангал дingоннан. Деревиси не мулас деран, адан нида и не мукталваны чары. Один Иванки вачинул гидери, минава аланчаран. Далачакан, а я вугдаран, и не мукталвов алгиран. Бира, Беракан, конядем синова, бакалдывканенды. Река, реченька, здравствуй. Напомни обо мне, любимому, передай привет. И где-то у далекой реки он заплачет вдруг, окунет лицо в твои воды река, пряча слезы. Ветер, как эван кочующий, меня приласкает. Солнышко улыбнется и высушит слезы мои. Спасибо, река, за встречу. И еще есть у меня стихотворение «Дорога», потому что мы, иванки, народ кочующий, дорога для нас имеет очень большое значение. Хакта. Хакта. Аракорву мивкандем, не накирва улидям, и ты водям нян нулги стави. Хакта, хакта, нян нулгидям синдули, екун моева девилва и чевкандингас. Хакта, хакта, ургавал бими аридянды, гиркилнюн бакалдывкандингас, урунывкандингас. Хакта, нян иличам хактаду, не лепкачины, а лачим аява. Хакта, хакта, а синдыси аним кунбера, и бакер и челдывкандингас нуаннюн. Хакта, хакта, и нямудям арги туранди, делачакан гарпаринди, эдинва аринди. Мадо, мот, мот. Дорога. Дорога, дорога, пою оленей, кормлю собак, кочевать готовлюсь опять. Дорога, дорога, шагаю по тебе верхом на олене, что доброго, чудесного принесешь. Дорога, дорога, как не тяжела, а зовешь, с друзьями сведешь, порадуешь. Дорога, дорога, опять я в дороге, волнуюсь в ожидании чудес. Дорога, дорога, нет, нелегка ты, но, может, поможешь мне встретиться с ним. Дорога, дорога, радуюсь я голосу тайги, солнца лучам, ветра дыханию. Мадо, мот, мот. Венки, когда кочуют, кричат. Да, да, так кричат. Олени, чтоб не сбивались. Да, чтобы олени не сбивались. Вообще-то у нас были горные олени. И вот, допустим, отец идет в связке, он идет первый, а за ним идет человек еще, у него тоже связка оленей, и за ним идет, а за ним еще следующий человек идет. И вот идут они по тропинке друг за другом. И вот первый человек, конечно, он не видит, что там сзади. И поэтому он кричит «Мадо!», а эти должны откликнуться «Мот! Мот!». И если кто-то не откликнулся, отец-то первый, то значит все хорошо. А если кто-то не откликнулся, надо остановиться, мало ли что там случилось.
в этой связке. Вдруг там олени запутались или ребенок из люльки выпал. Ну, в общем, вот так вот. Вот поэтому так и кричали. Вот это вот. Вот, ох, вот. Я до сих пор помню. И даже дети кричали в люльках там или верхом на оленях кричали, вот, откликались на первого. Что все хорошо. Да, все хорошо, да, едем, все хорошо, ага. Да. О войне. Вот эта тема чем близка? Мой отец воевал, он защищал Ленинград. Про войну он не любил говорить, не мог говорить, вот. И он всегда, вот если вдруг кто-то его все-таки уговорит, и он всегда закрывал голову руками и говорил, только единственное, что он мог говорить, что оборони Бог людей от войны. Война – это страшное дело. И вот свои стихи о войне я писала по воспоминаниям своих родителей. Вот. Есть у меня стихотворение, имя называется «Горби». Он горбис, долчакан гарпарин. Ариша, мені горбів Степан, я давіка сангалінди. Горбис, тобі горбить чата на кінва, войнами дяптян. Акал сангаро, горбиві того ганингам. Дювачингас горбиві, син макал. Владимир, Николай, Илья, Илья Эдмар. Асадкан Ильядук Кунат, Баеткан Ильядук Амалги. Удяй. Войнадук мучуксак горбиві дювачингам. Сурурун дунда велбачами. И нямудяна, найдадяна, аявдяна. Ача мучура война медук. Сакаревча. Адинган болдывда Ильядук Амалги. Адинган болдывда Ильядук Кунат. Имя. Как зовут тебя, солнце лучик? Ариша. А меня Степан. Что ж ты заплакала вдруг? Имя. Так звали брата. Погиб на войне. Не смогу называть тебя именем брата. Но ведь имя можно поменять. Ты можешь поменять имя? Выбирай. Владимир, Николай, Илья. Илья? Если девочка – Ильинична, мальчик – Ильич. Красиво. Вот вернусь с войны и поменяю имя. И ушел на войну с улыбкой любовью. И не вернулся. Убит войною. Не родится доченька Ильинична. Не будет сыночка Ильича. И вот у меня есть еще стихотворение, посвященное защитникам СВО. Телачакун. Нян митни дундалап, дянта кивачин, нюрмаран, кангнаматуксу. Чулама, чаруманянгнява куповдан, делача выдастан. Адингап инда, он аяманди индитяп. Нян, они ласал, и тавадяра амалгилви, баялви, кусинла. А маскиптадык баял албачарил дундави. Когда качил бичатым, сонин квачир. Улит куда боя албачариду, угдат морковки. Амикунда, савакилда, баладингатын, албадингатын сунава. Ургадук, рудук. Бу, анил, асал, мургудяна, найдадяна. Аллачил дингау. Илтан динган туксу. Тасиву в динам няня. Делачакун и чачари, адёдери, гилланел динам, воссияет. Опять на нашу землю росомахой подкралась черная туча. Заволокла синее мирное небо, спрятала солнце. Не жить нам теперь, как прежде, мирно да спокойно. Опять жены, матери собирают мужей, сыновей на ратный бой. Сиздавна мужчины-воины гордостью народа были, богатыри. Даже самый незрачный становится высоким. Бог, духи огня,
тайги, гор, воды будут защищать вас от бед, от невзгод. Мы, матери, жены, будем молиться, ждать и надеяться. Разойдется туча, небо очистится, и солнце, всевидящее, милостивое, воссияет. Валентина Гавриловна, кроме стихотворения, стихотворений, вы же занимаетесь еще переводами. Вот почему вдруг решили заняться этим направлением? Я прежде всего перевела «Курочку Рябу», потому что я думала об иванкийских детях, о том, чтобы они услышали эту известную сказку на иванкийском языке. И даже самим эванкам было бы приятно услышать эту сказку на родном языке. Вот. И поэтому я ее перевела и на фестивале сказочном. На фестивалях я рассказываю эту сказку на иванкийском языке. Как народ воспринимает? Очень хорошо, все улыбаются. И у меня даже есть иллюстрация. Сейчас я ее достану. Иллюстрация. Сын нарисовал эту сказку. Я хотела, чтобы эванки знали творчество Пушкина. Конечно, они в школе учили, ясное дело, но хочется, чтобы Пушкин звучал на иванкийском языке. Вот у меня есть стихотворение и приметы. Почему и приметы? Потому что мы, эванки, не обходились без примет. Приметы имеют большое значение. Даже кому что приснилось, тоже интересно людям, потому что и они тогда могут уже по приметам, можно ли выходить, кочевать или нет, потому что кочевки иногда занимали несколько дней. Ну, вот, и поэтому, естественно, что приметы имели очень большое значение. Приметы. Старайся наблюдать различные приметы. Пастух и земледел, младенческие леты, взглянув на небеса, на западную тень, умеют уж предречь и ветер, и ясный день, и майские дожди молодых полей отраду, и мразов ранний хлад, опасный винограду. Так, если лебеди на лоне тихих вод, плескаясь вечером, окличут твой приход, или солнце яркое зайдет печально тучи, знай, завтра сонных дев разбудит дождь ревучий или бьющий в окна град. И ранний селянин, готовясь уж косить высокий злак долин, услыша бури шум, не выйдет на работу и погрузится вновь в ленивую дремоту. Оливки лачаттави, эмотанлве эчадалве, арачон мурченнун илмак табене, и часмень няла делача буруптинла. Савдингатен, одинову, нямалтанову одингам. Сон кантек дал вода, юмак те огласал рунва. Ингин вода, унаптингинва, ngala всего омак та чукалду. То и гагил, ача игде бисимуду, эптадемилумур. Савдингатен, амадяквас. Делачаву дюсама, декандинган маркадериту ксула. Сакал, тематне адерил вейлалве, серевдинган игде читигда. Иктадяриву аралди бокта. Баяда, таватя унакир, ты наваптит и таватя нолгистави. Долдекса хунгамик динван, адинган тулиски юра. Арандови тавадинган, эналдяна. Расул Гамзатов очень известный. Вот недавно было 100-летие Расула Гамзатова. И я взяла его книгу, и мне очень понравились его стихи. Но я про него много слышала, конечно, но тут и я решила, что надо бы эванкам познакомиться с его творчеством, послушать его стихи на эванкийском языке. Я вижу детство, что прошло давно, с улыбкой и слезинкой на реснице. Я сколько бы ни звал его, оно вновь не придет ко мне, не возвратится. Я вижу старость, вижу впереди,
молчащую в предчувствии тревоги. Я сколько б ни кричал ей: «Уходи!» стоит седая на моей дороге. Би ичедем кунгакан бедякви, тар горолою тантян. И не мурди, и не муктадда сари муктадуф. Адыра да би аричав тари бедави. Няна динган амара мучура ментаки. Би ичедем сагданвы, ичедем гёлали. Симула дерева, бадан дерева хивинва. Асурада тапкачав нандун, сурукул, или чарам чалкама, актадуф. Я начала писать, конечно, мне надо было эвангельское слово нести в людям, в народ. Вот. И, конечно, интересно было посмотреть, как живут люди, есть ли у них эванки, конечно, знают ли язык. Но, к сожалению, в большинстве своем очень удручающее положение у эванков. Вот на севере Байкала я была. Они раньше очень знаменитые охотники были, у них всегда были олени, а в этот раз был падеж оленей, и в итоге люди остались без работы, без олень, потому что это же на котором можно ехать, а пешком ты далеко не уйдешь. Вот. И они прозябают, нет работы, им жить даже потеряли всякий смысл жизни. И вот очень такое тягостное, неприятное такое впечатление от того, что именно действительно эванк потерял оленя и потерял все, интерес к жизни даже. Вот. И естественно, что языка не знает, молодежь не знает в основном языка, вот что проблема. И остались только вот носители. Даже вот в этих, как бы сказать, люди между собой не разговаривают на своем родном языке, говорят или на русском, или на якутском языке говорят. И в итоге получается, что эванкийский язык совершенно скоро может потеряться. Вот. Но вот я побывала в Венгрии, центр эванкийской культуры в Якутии. Увидела оленей, увидела, что столько много эванков, и они... Там был у нас, по-моему, день оленевода, да. И это произвело на меня такое впечатление. Я так была рада, что я нашла, наконец-то, место, где живут настоящие эванки. Пожалуйста, послушайте. Инграбикит. Асим дёнчера, окин долдычав, городову, даваду, бедера ванкил. Манневи бедави, манневи туранви, атялам гора, аратил, таватил и тымкадера. Ири тарибикитчитин, ни саран, гундера ингра, он исми. Тови бедятяван маталнюн, амгадера туранви, сакардяно нингталви. Амтил удятин один мувдятян, амгон адинди. Найде дятяван, идувал эванкимаснер бедера. Ири тарибикитчитин, ни саран, гундера ингра, он исми. Таду эванкил арачил нулгидера. Таду гунгакар самнилвал иладера. Таду асал нялепкачины осылва идера. Таткалва адёричилва улдыдави. Бесин тервачин дунда. Инграбикит. Бакам. Исим. Аду эванкил эвадычера. Аду эванкил арарвадя учедера. Аду таду конгактал кенгекандера. Аду таткал чиктычил, ирексатил, удяй какар. Бесин тервачин дунда. Инграбикит. Бакам. Исим. Ингра. Не помню, когда прослышала, далеко ли близко живут эванки. Свой уклад, свой язык не забыли. Кочуют на оленях, охотятся, почитая заповеди. Где же эта земля? Кто знает? Говорят, Ингра. Как добраться? Так мы и жили на чужой стороне, забывая язык, теряя корни. След предков заметался ветром забвения. Но все же надеялись,
Где-то живут настоящие эвенки. Где же эта земля? Кто знает? Говорят, Ингра. Как добраться? Там эвенки на оленях кочуют. Там дети разжигают дымокуры. Там женщины, радуясь, мнут шкуры, чтобы шить одежды в узорах из бисера. Есть такая земля. Ингра зовется. Нашла, дошла. Здесь звучит эвенкийская речь. Здесь эвенк и олень одно целое. То тут, то там звенят колокольчики. Здесь шьют меховые одежды, украшенные бисером. Есть такая земля. Ингра зовется. Нашла, дошла. Валентина Гавриловна, много поэтических произведений написали, много перевели. Мечта у вас есть? У меня мечта очень важная. Я бы хотела, чтобы звучала эвенкийская речь, чтобы эвенки говорили между собой на эвенкийском языке, чтобы дети учили свой родной язык. Вот. И, конечно же, я мечтаю выпустить книгу. Работы, материала у меня достаточно. И проза есть. Я бы хотела выпустить книгу, чтобы с аудиозаписями, чтобы эвенки слышали, как правильно выговаривать какие-то слова, правильно ставить ударения. И вот именно вот, как бы по-современному, чтобы вот эвенкийский мой текст, и тут было бы аудиозапись. Как это было бы здорово. Но это моя мечта.